Единственная фотография, напечатана на ней внизу скупая биография. Весь военный путь Султангирея Гагиева описан в этих нескольких строчках. Чтобы найти хоть эту информацию о своем дяде, Уйсы Гагиева ушел ровно год. Помог в этом деле Государственный архив Ингушетии, сам музей краеведения. У нас же без вести пропавших очень много. Вот сюда надо обратиться. Они работают. Вот мне они сегодня беспокоились больше, чем я. Позвонили, ты едешь, я говорю, я еду. Это же хорошее дело, правильно? Надо вот прийти сюда. Они объяснят, туда надо поехать. Ну, можно же, они же наши люди, правильно? Это же наша гордость. Брат отца, рассказывает Иса, родился в 1914 году в селе Чермен пригородного района. Закончил воинское училище в Баку, а затем в 1939 попал на финскую войну. Фотография, сделанная перед отправкой на фронт, последняя и единственная в семье. Письма затерялись во время депортации, но есть то, что не даст забыть о нем. Это воспоминания отца о своем младшем брате. Он, говорит, отличался из всех братьев. Вот когда он учился в военном училище, ну, гости, говорит, приезжали, родственники. Вот рядом с ним пройти, вот наши близкие, было, говорит, удовольствие этим. Вот я от них это слышал. Ну, такой воспитанный был человек. Во время финской войны Султангирей Гагиев получил ранение, был отправлен домой. После месяца отдыха в 1941 году вновь отправился на фронт, уже на Великую Отечественную. Погиб в 1942-м в Смоленской области. Покой нашел в братской могиле в деревне Микотино. Отец так за него сильно, конечно, переживал. Но если бы он сейчас узнал бы вот эту ситуацию, то, что вот где он похоронен, это была большая радость, большое всего хорошего было. Хочу выехать на место, где он похоронен. Вот там, может быть, что-то я разузнаю еще. Вся жизнь Султангирея Гагиева уместилась 28 лет. Жениться не успел. Но память о нем греет сердца его родных и близких, а теперь ее будут бережно хранить и сотрудники музея краеведения. Каждый день этот зал украшают новые снимки. Это лица победы, не пожалевшие для нее своих собственных жизней. Мне бы хотелось призвать наших жителей, чтобы они побольше проносили сюда информацию, сдавали фотографии, награды, которые имелись у их родственников, чтобы они сдали для сохранения и для патриотического воспитания подрастающего поколения. Будто услышав слова сотрудника музея во время съемки, сюда заглянул неожиданный посетитель. Увидев недавний сюжет по поиску информации о защитниках ВОВ, Хасан Зурабов тоже решил попытать удачу. Его отец и дядя Осман и Ислам Зурабовы также ковали победу, как и все советские солдаты. Вот только известно о них очень мало. Отец умер, когда мужчине было 5 лет, а дядя пропал без вести. А дядя призвался, говорят, в 1939 году. Про него вообще ничего не известно. Отец призвался в 1941-м, вернулся в 1945-м, проживал в Кантышеве, работал в совхозе 40 лет октября. Про отца и про своего дядю на сегодняшний момент никаких абсолютных данных у меня нету, я не владею. Имя дяди Османа Зурабова выгравировано на обелиске в Назране, но как он попал в этот список, Хасан Зурабов не знает. Сотрудники музея намерены подключить все архивы по поиску биографии его родственников. Также планируют найти более подробную информацию о герое нашего сюжета Султангирее Гагиеве. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.